Это двухкомнатная квартира общей площадью 52 квадратных метра. И ее владельцы решили провести здесь уборку, но не самостоятельно, а с помощью профессионалов. Здравствуйте! Здравствуйте! С нами Бактыгуль. Бактыгуль – управляющая компанией, клининговой компанией «Мой путь». И Нурсель. Нурсель – непосредственно клинер, который осуществляет уборку. Нурсель, я сегодня буду тоже вместе с вами в качестве клинера. Вы будете направлять, показывать план действий, я буду вам помогать. И мы, дорогие зрители, покажем вам, что же стоит за этим волшебным преображением до-после. Покажем, расскажем. Что думаете вообще по поводу фронта работы? Я так осмотрелась, сделала для себя выводы, но вы как профессионал можете сказать. Конечно, перед началом, прежде чем приехать сюда, наш менеджер приезжал сюда и осмотрел квартиру, оценил фронт работы, определил фронт работы и договорились с заказчиком, что это будет стандартная уборка. Стандартная уборка занимает примерно от 2 до 3 часов. Я думаю, что для данной квартиры видно, что она достаточно ухоженная. Достаточно будет и 2 часов. Ну что ж, у нас есть 2 часа, за которые мы должны преобразить эту квартиру. Я думаю, что заказчики останутся довольны, и тем более у нас здесь столько вспомогательных средств, специальная техника, необходимые моющие, чистящие средства, даже вот много очень тряпочек и тазиков необходимых. Здорово? Ветер, да. Это все вы привозите с собой. Да, конечно. Да, то есть у заказчиков квартиры мы ничего не трогаем, да? Нет. Очень экономично, кстати, да, для заказчиков. Ну что ж, я думаю, пора начинать? Да, конечно. Приступаем. Испытано на себе. Перед началом нашей уборки я хочу вам вручить вот такую вот нашу униформу с нашим логотипом «Мой путь». Ой, как здорово, какая красота. Новенькая. Вот, пожалуйста. Там даже вышивка есть. Вышивка есть, да. Классно. Вот посмотрите. Очень удобная, с кармашками. Вот с такой вот, с таким логотипом и с нашивкой такой. Вот так вот. Да. Серьезный подход к работе, да? Обязательно. Давайте я его одену. Так, давайте я вам помогу. Значит, это сюда. Сперва, значит, завязываем здесь. А это впереди уже сами, как вам удобно. Хорошо. А также перед началом работы я бы хотела вам вручить вот такой инструктаж. Инструктаж. Да. То есть даже не инструктаж, это инструкция для осуществления стандартной уборки сегодня в этой квартире. То есть у вас прям специально разработанная концепция, да? Да, это Для уборки. да. Здорово. Это будет моим путеводителем, я буду следовать. Испытано на себе. Сбор мусора. А подскажите, пожалуйста, как-то нужно сортировать его? То есть тот мусор, который я буду именно вот в квартире, да, сейчас находить, и как-то мне нужно его сортировать или все в один мешок? Нет, ни в коем случае мусор в один мешок не скапливаем. Для каждого мусора у нас есть отдельные пакеты. Так. Для пищевого мусора, для сухого мусора есть отдельные пакеты. Сортирую, значит, пищевые отходы и какой-то просто бытовой бумажки, что-то в отдельный пакет. Все. Санузла тоже отдельный пакет. Поняла. И санузлы еще, да? Хорошо, так это вам. Давайте, наверное, я буду бумажки, а вы пищевые отходы, да? Все, поехали. Так, а мусор, который вот у нас уже тут оставили, да, получается, владельцы, просто складываем в общий мешок. Правильно? Складываем в общий мешок. Все, хорошо, поняла. Мы его не сортируем, просто убираем. Ясно. Испытано на себе.
Второй этап – это обеспыливание поверхности. Значит, у нас специальные тряпочки фирмы Эколаб, это микрофибра. И моющее средство, которое мы будем использовать, тоже Эколаб. Сейчас посмотрим и проверим его в работе. Обеспыливание поверхности – это очень важная часть уборки. Наша задача сделать это качественно и протереть все, даже те места, которые взгляду, глазу, скажем так, недоступны. Мы двигаем шторы, протираем подоконники, радиаторы. Также нужно протереть оконные рамы. Тряпочки, кстати, очень хорошо вытирают. Такие достаточно плотные и мягкие. Нижние деревянные части, да. Так, молодец. Так, молодцы. Наша Татьяна тоже усердно Я стараюсь, да. выполняет свои функции. Очень тщательно подходит к работе. Кстати, вот тут вот карандашиками нарисовано, да? Я вот обратила внимание, что дома, допустим, у меня тоже дочка, мне очень сложно отмывать ручку, карандаши, а вот здесь прям почти отмылась. Это вот из-за средства? Это средство действует, да. Здорово. Так, еще Вообще хотела класс. обратить внимание, что, посмотрите, Нурсель, она сейчас приступила к чистке стеклянных поверхностей. Обратите внимание, она поменяла тряпочку. Это обязательное условие протирать стеклянные поверхности отдельной тряпочкой. Я, кстати, тоже поменяла тряпочку. После влажной обязательно нужно протереть поверхность еще и сухой тряпочкой, чтобы не оставалось разводов, правильно? Да, конечно, И еще я хотела здесь сделать акцент на то, что Нурсель очень быстро справилась с протиранием поверхности стекла, так как она использует, то есть в нашей работе мы используем специализированные средства Эколаб. Вот она побрызгала, вы, как вы заметили, и просто один раз провела тряпочкой по поверху, и стекло у нас блестит, без разводов. Да, действительно. Потому что если бы это было раньше, мы помните, как вытирали стекла, мы, значит, брызгали чем-нибудь или намыливали, потом мы, значит, это все смывали, потом вытирали сухой тряпкой, разводы все равно оставались, потом мы брали газетой еще натирали, и все время высматривали, где же у нас остались разводы. Да, я понимаю. В данном случае этого не требуется. Все легко и просто. Разводы – это боль любой хозяйки. Да, Я уверена, что каждый из вас понял, о чем идет речь. Да. Это сокращает время, энергию и уборки. Испытано на себе. Ну что ж, с пылью мы уже закончили и приступили к влажной уборке полов. Значит, мы отодвинули диван, чтобы помыть все труднодоступные места. Значит, взяли новое ведерко, специальное для мытья полов, добавили туда моющее, дезинфицирующее средство, подобрали специальную тряпочку, заморочились, да, настолько, для напольного покрытия, которое именно в этой квартире. И сейчас примемся мыть полы. Ох уж это приятное ощущение, когда все вокруг чисто и стерильно. После обеспыливания поверхности важная часть – проветрить помещение.
свежий воздух. Испытано на себе. Ну что ж, мы закончили с гостиной и переходим в кухонную зону. Для этого нам нужно поменять перчатки и приступить к работе. Ну что ж, мы уже на кухонной зоне. Так, с чего мы начинаем? У меня есть путеводитель, в котором все прописано. На кухне очистить все поверхности кухонного гарнитура. Так, плиты, варочной поверхности и холодильника. Начнем мы с варочной панели. Для этого у меня здесь подготовлено специальное средство, которое нужно, внимание, распылить по поверхности всей варочной панели, оставить на 15 минут и только после этого протереть поверхность. Ну что ж, посмотрим, как совершается магия. Так. Здесь вот, кстати, хочу сказать, что есть, ну, каждая хозяйка, наверное, меня сейчас поймет, если не видно, такой кружок от того, когда что-то пригорело, что-то побежало, да, скажем, молоко убежало. И вот это очень сложно отмывается, это я знаю по себе. Сейчас проверим, насколько мощное наше профессиональное средство и справится ли оно с такой задачей. Распределяем губочкой. Такими движениями. И оставляем на 15 минут, как я уже сказала. Ну а пока химия будет действовать, мы займемся тем, что протрем весь кухонный гарнитур и все поверхности, чтобы не терять время. Так, берем тряпочку, да, я правильно говорю? А какую? Я тут распорядилась и взяла то, что не нужно было. Наверное, специальная же у нас, да, все? Так, специальная тряпочка. Мы, прежде чем протирать это все, наверное, нужно убрать, да, все, что тут стоит. Да? Угу, хорошо. Давайте я это унесу сюда. Кстати, у нас здесь владельцы квартиры оставили посуду. Мы ее моем, это входит в стандартную уборку? Ну, это в стандартную уборку не входит. Это дополнительная услуга. Это дополнительная услуга, Да. она прописана в прайсе, да? Да. Хорошо. И то есть, чтобы понять, нужно связаться с владельцами, да, и уточниться, мыть Да, или не мыть. Да. Хорошо. Так как раковину нам нужно все равно помыть, мы все это достаем. Подскажите, а какие вот самые грязные, как правило, места в квартире? Ну, практика показывает, и вообще, наверное, всем хозяйкам известно, что самые такие, будем говорить, грязные или требующие действительно уборки места, что нас всегда беспокоит, это наша кухонная зона. Именно зона, где варочная стоит у нас плита, потому что брызги разлетаются по всем сторонам. Даже на пол брызги. Ну, и такие места, да. которые каждодневного пользования, да, скажем? Да, пользуемся. Также зона, где мойка. Вот. Тоже брызги разлетаются от воды, от фейри, допустим. А вот да. еще интересно, кстати, заказчик, когда принимает работу, на что больше всего обращает внимание? Ну вот существует два вида, две категории людей, которые обращают внимание именно на результат после уборки. Наверное, мужчины и женщины, да, делятся как-то? Да, вы угадали. Женщины в основном сразу заходят и проникают в свою зону кухни, в свою кухонную зону. Именно это ее пространство, где она, королева, Ну да. чувствует себя там царицей, богиней. Вот. Естественно, она обращает на зону кухни, кухонную зону, чтобы все было идеально. Обязательно проверяет мойку, обязательно они проверяют моечную часть, заглядывают внутрь шкафа, фартук смотрят обязательно.
это вот именно то, что А всегда мужчины? загрязняется. Ну, а мужчины у нас, они видят, будем говорить, поверхностно. Вот им главное, чтобы пришел, увидел чистоту и успокоился, да. То есть они приходят, видят, что, во-первых, они обращают внимание на аромат, что в квартире пахнет ароматом, свежестью. Потому что наши средства Эколаб действительно после уборки создают такой вот аромат свежести, чистоты. Вот. И, естественно, они смотрят, обращают внимание, пыль есть на поверхности или нет. Вот могут просто так пройтись так, и посмотреть, есть пыль или нет. Вот это вот такие вот у нас мужчины. Интересно, да? То есть мужчины более обширно, да, Да. принимают Да, работу, да. то есть они все равно в общем смотрят, В общем а смотрят, женщина, ну, и вот всегда вот пыль. фокусируется. Вот они фокусируются, обычно мужчина на пыли. Вот и вот им нравится всегда вот запах. Ой, как приятно. Да. Ну, естественно, что нету таких ядовитых запахов после использования продукции фирмы Эколаб. Вот такой вот он результат дает. Я протираю и обрабатываю, чищу поверхности все кухонные специальным моющим средством от Эколаб Ринолит Клин. И хочу сказать, что все отмывается вообще легко и просто. Вот чистота. Но есть такие пятна, загрязнения, скажем, что даже такое моющее средство, наверное, не справится. Я думаю, что это дело даже, наверное, не в средстве, а больше в тряпочке. Мне кажется, здесь что-то нужно пожестче, но я боюсь поцарапать поверхность. Поэтому мы такое пятно, это скотч, что-то на него налипло, мы будем его удалять парогенератором. Что, готовы? Нурсель, побрызгай, пожалуйста, это средство. Да, тоже от Эколаб. Побрызгай. И доверши его, чтобы было блестело и ничего там не оставалось. Так. Тряпочкой сухой. Молодец. Вот, пожалуйста, результат налицо. Вы посмотрите, от пятна не осталось и следа. Да. Я просто знаю, что скотч очень трудно отмывается. Вот особенно, когда скотч остается липкая поверхность, и потом налипает какая-то грязь. И это очень сложно, действительно. Так, давайте пусть попробует Татьяна. Татьяна прям горит желанием Да, поработать я очень с этим хочу. оборудованием. Нурсель, пожалуйста, освободи место для нее. Так, Пусть она нажимаю попробует. куда? Поучи ее. Да, научи. Здесь кнопочка. Это специальный парогенератор от Керхер, да? Достаточно мощное оборудование. Так, ну что, поехали? Что? Почему? О! Так, готово. Теперь можно я протру, чтобы посмотреть на результат. Да, действительно. Вот то, что я говорила, что были круги, как накипь, или, может быть, ну вот что-то пригорело, скажем так. Их нет, они отмылись. Прекрасно, вообще, она прям чистая-чистая. Нужно только теперь убрать все излишки, прополоскать и помыть. Я хочу себе парогенератор. Теперь. Ну что ж, с кухонной зоной мы закончили, она чистая, аж блестит. И это значит, что мы можем продолжать уборку дальше, отправляясь в спальную комнату.
Испытано на себе. Обеспыливание поверхности входит в стандартный пакет уборки. Так как в этой комнате мебели практически нет, здесь мы займемся обеспыливанием стен, мытьем полов, ну и, собственно, обеспылим подоконники и все, что здесь находится. Но прежде чем заниматься обеспыливанием стен с помощью парогенератора, нужно убедиться, что покрытие выдержит, скажем так, нагрузку от парогенератора. В данном случае у нас обои моющиеся, да, нет никакого декоративного напыления или рисунков и узоров, поэтому мы смело можем начинать. И так по всей квартире. Дверной проем, в зависимости от загрязнения, тоже можно пройтись и почистить парогенератором, но перед этим тоже нужно убедиться, что покрытие нам это позволяет. Так, все, тряпочка наша загрязнилась уже от стен, поэтому нужно снять, прополоскать, почистить и одеть снова. Испытано на себе. Ванная комната – это то помещение, которое требует каждодневного ухода. Но если вдруг загрязнения сильные, то в этом поможет справиться средство от Эколаб. Клининговая компания «Мой путь» работает именно на этих средствах, и они достаточно мощные и многообещающие. Сейчас мы это проверим. Мы сменили комплект тряпочек на розовый. Это специальные тряпочки для санузлов, ванных комнат. Нам нужно нанести это моющее средство на сантехнику, на места стыков сантехники и вот керамического покрытия, да, раковины в данном случае. На все места, которые ржавеют или образуется белый налет. Зеркала тоже обрабатываются этим средством. Вот обратите внимание, у нас здесь белый налет. Вот сейчас мы нанесем сюда средство и посмотрим. Через 5 минут проверим, как же оно справилось. Ага. Оставляем на 5 минут. Ну что ж, и правда, чистота, разводов нет. Красота. Я не знаю, в чем магия. Либо это моющее средство, либо тряпочка так работает. Но вместе вот этот симбиоз дает великолепный результат. Чистота. 5 минут прошло. Давайте мы сейчас протрем нашу сантехнику и посмотрим, насколько же хорошо оно отмылось. Чистота, блестит. Очень хорошо сработало это волшебное средство. Очень жаль, что его на прилавках магазинов не найдешь. Но зато можно обратиться в клининговую компанию «Мой путь». У них все есть. Так, теперь давайте посмотрим, как же здесь справилась. Вы посмотрите, просто одним движением чистота, как новая. Так, здесь ситуация точно такая же.
И давайте посмотрим, что же здесь с нашим налетом. Тоже отмылась. Самое интересное, что усилий прилагать пришлось вообще минимум. То есть нанес, 5 минут подождал, протираешь и чистота. Важно все баночки поставить именно так, как они стояли до этого. То есть берем, протираем и ставим на место. Все. Испытано на себе. Сегодня многие частные, а также юридические лица обращаются или используют услуги, клининговые услуги от специализированных организаций, компаний. Но перечень услуг клининговых компаний достаточно широкий. Он позволяет решить любую задачу, связанную с уборкой, будь это уборка помещения, жилого помещения частных лиц, либо это производственное помещение, офисное помещение. Наша компания «Мой путь», то есть общество с ограниченной ответственностью «Мой путь», это одна из таких специализированных компаний, которая соответствует всем стандартам и требованиям именно современных клининговых компаний. Мы строим свою работу по принципу комплексного решения различных задач клиента. Конечно, вы зададите вопрос, как же мы справляемся со всем этим. Во-первых, наша компания обладает знаниями и навыками технологий современного клининга. Второе, мы имеем комплект специального оборудования, приспособлений и инструментов. Также у нас есть штат сотрудников, подготовленных мастеров, клинеров. Ну и, конечно же, мы используем профессиональные химические средства. Все это в совокупности помогает нам оказывать клининговые услуги на высоком уровне, качественно, быстро и решить любые задачи, связанные именно с клинингом, с уборкой. Хотелось бы еще сказать, что наша компания использует в работе профессиональное оборудование, известное всем фирмы Керхер. Мы имеем несколько видов пылесосов, моющих аппаратов, ну и другие оборудования. В работе мы используем профессиональную химию для клининга фирмы Эколаб, потому что грамотно подобранные профессиональные средства от фирмы Эколаб обеспечивают эффективный результат, помогут избавиться даже от самых загрязненных пятен, застарелых пятен. Это очень удобно. После такой уборки в помещении обычно веет ароматом, свежестью. Не чувствуешь именно запах ядовитых химикатов. У нас большой спектр услуг. Мы оказываем наши услуги, клининговые услуги, как физическим лицам, так и юридическим лицам. Также мы обладаем разнообразным пакетом услуг. Мы, услуги оказываем как стандартная уборка, генеральная уборка, уборка после переезда, сдаваемой квартиры, уборка, например, перед сдачей объекта в эксплуатацию. Ну и многие разные другие услуги. Также хочется отметить, что в нашей компании цены очень лояльные. И хотелось бы
работать и сотрудничать со многими из вас. Мы открыты для вас всех. Вы можете нас найти в приложении 2GIS. Там указаны все наши номера телефонов, электронные адресы. Также в приложении «Мост». Добро пожаловать. Спасибо. Испытано на себе. Ну что ж, вот и пролетели наши 2 часа, в квартире чисто. Наша задача выполнена. Как оказалось, качественной и быстрой уборке предшествует правильная подготовка. Для каждой задачи необходимо иметь комплект необходимых моющих средств и нужных тряпочек. Я справилась с этой задачей очень хорошо, меня даже похвалили и подарили мне магнит на холодильник. А с вами был выпуск «Испытано на себе». До новых познавательных встреч!